Общество восприняло послание президента главным образом в приложении к проблеме снижения избирательного порога на предстоящих осенью парламентских выборах. Этот вопрос уже давно поднимается как в парламенте, так и в экспертной среде. Но оказывается, что даже к его рассмотрению парламент не может приступить без согласия на то президента. Более подробно о ситуации в сюжете Андрея Токомбаева. В минувший четверг президент выступил с обращением к парламенту. Сооронбай Джейнбеков выступил перед народными избранниками по случаю присяги в Джугурку-Кенеше новых должностных лиц, 2 вице-премьеров и главы МЧС. Бывший теперь уже полпред правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров стал заместителем главы правительства по силовому блоку. Экс-председатель правления Кыргызско-Российского фонда развития Эркин Асрандиев назначен вице-премьером по экономическим вопросам, а экс-премьер Замирбек Аскаров – главой МЧС. Глава государства изложил свою точку зрения на решение 6 проблем внутриполитической жизни Кыргызстана. Борьба с коррупцией, реализация проекта цифровизации, обеспечение населения ряда регионов страны питьевой водой, ирригация, судебная реформа, обеспечение честных и прозрачных выборов в органы власти. Если учесть, сколь серьезные кадровые изменения произошли с начала года, в том числе и в органах судебной власти, неудивительно, что особое внимание в своем выступлении президент уделил именно служителям Фемиды. Джейнбеков отметил, от представителей гражданского сектора сегодня все чаще звучат требования о более тщательном и добросовестном отборе кандидатов в судьи. Некоторые судьи, увлеченные в неблаговидных делах, отстранены от должности. На мой вопрос, что необходимо для обеспечения реформ, не отвечали. Политическая воля и денежные средства. На судебную реформу выделено 38% от республиканского бюджета. Но за 2 года результат показал, что пока не установится достаточно добросовестное судейство, мы не достигнем успеха. Не меньше внимания уделил президент главному вопросу повестки дня многих последних дискуссий по проблемам электоральной системы – избирательному порогу. Сегодня он составляет 9%, и многие политики категорически не согласны с необходимостью преодолевать 9% порог. Джейнбеков напомнил, что это нововведение было принято в 2017 году, тогда поддержали порог в 9%. Почему и был принят соответствующий закон. Эта норма обсуждается. В настоящее время есть сторонники 9, 5, 7 и даже 3% порога. Сторонники 9% барьера стремятся укрупнить партии, и это необходимо. Но готовы ли наши политорганизации к этому? Как показали дискуссии, не готовы. Этот вопрос президент поднял не случайно, считает политолог Эмиль Джураев. Этот вопрос очень сильно и какой-то интенсивно обсуждался, но никак с мертвой точки не двигался последние несколько месяцев, когда и президенту этот вопрос задавали, и пару раз, когда на пресс-конференции последний раз, по-моему, в итоговой. Отмеченная президентом необходимость снизить 9% избирательный порог – вопрос далеко не праздный. Он продиктован необходимостью сбалансировать соотношение политических сил, отметил в интервью Пятому каналу политик Амурбек Текибаев. И его предложение, вернее его мнение о поддержке снижения избирательного порога до 7%, это попытка опередить возможное потрясение в обществе. Но что немаловажно, даже и в этом случае Джейнбеков не намерен вмешиваться в решение щекотливого вопроса, что он и подчеркнул в своем выступлении, отметил в пятницу Эмиль Джураев. Он сказал, что это должен парламент решать, и люди, общество должно решать в обсуждении. Но с тех пор оно никуда и не двинулось. И поэтому, мне кажется, было очень полезным, хорошим явлением, что вчера, выступая, он открыл возможность, он дал, так сказать, возможность парламенту взяться, наконец, за это дело. С точки зрения спикера Джугурку-Кенеша 5-го созыва Ахматбека Кельдибекова, такая позиция президента к вопросу избирательного порога говорит о том, что глава государства считает важным способствовать развитию конкуренции среди политических партий. То есть дорога открывает каждому партии, пожалуйста, участвуйте, выигрывайте. И плюс к этому снижение порога до 7%. Плюс к этому он сказал, я не буду вмешиваться, я не буду выбирать какую-либо партию. А вот экс-омбудсмен Бакыт Аманбаев полагает, что одного лишь снижения избирательного порога недостаточно. Потому что главнейшая проблема на сегодняшний день, это значит, надо усилить качественный состав нашего Джугурку-Кенеша, нашего парламента. А для этого надо
отдать права определения список будущих депутатов, кандидатов в депутаты из партийных лидеров народу. Продолжая тему выборов, до которых остались считанные месяцы, президент остановился на изъяне, присущем избирательной системе с момента ее возникновения, склонности некоторых политиков оперировать необъективной информацией, а то и вовсе дезинформировать избирателей с целью получения широкой поддержки электората. Джейнбеков также сказал, что некоторые, лоббируя чьи-либо интересы, порой не гнушаются попытками манипулировать общественным мнением. С точки зрения Текебаева, это намек главы государства на так называемые спонтанные митинги и акции протеста, инициируемые посредством социальных сетей. Политик высказал точку зрения, что руководство страны рискует потерять инициативу в вопросе контроля над информационным пространством. Интернет-технологии могут способствовать ее перехвату силами, представляющими отнюдь не интересы нашей страны. Президент своим обращением фактически признал, что правительство упустило инициативу. Инициатива находится в руках улицы. Инициатива находится в просторах социальных сетей. Своим мнением президент поделился о другом атрибуте эпохи информационных технологий – цифровизации, в очередной раз подчеркнув важность этого процесса для страны. Цифровизация во взаимодействии населения с властью исключит посредников, а значит и возможности коррупции. По мнению Зайниддина Курманова, в вопросе цифровизации Кыргызстан здорово отстал от своих соседей. А что такое цифровизация? Для многих этот термин непонятен. Хочу сказать, это новая система управления. Когда вводится электронная система управления, и в отношениях между человеком и властью нету посредников, нету коррупции, нету взяток. Все выкладывается. Говоря о борьбе с коррупцией, глава государства вернулся к вопросу неподкупности судей. Отметил в разговоре с корреспондентом «Пятого» один из участников заседания, депутат Талант Мамытов. Внутреннее убеждение, воспитание и также объективность принятия решений принимает большую роль при принятии судебных решений. Поэтому в этом направлении, конечно, нужно усилить работу, он отметил, и обязательно в первую очередь это подбор кадров. Проблемы с обеспечением ряда населенных пунктов питьевой водой глава государства в своем выступлении назвал не менее важными, чем вопросы госбезопасности и борьбу с коррупцией. Поэтому это очень правильно. Питьевая вода, горожанам, бишкекчанам абсолютно непонятно, потому что, хотя я бы не стал торопиться, у нас же тоже питьевая, через краны мы уже перестали пить. Вода хлорированная, черт знает, кто там охраняет, непонятно. Всякие бациллы, вирусы могут проникнуть, химическая атака может быть. Поэтому люди предпочитают обеспеченные ходить в магазины и покупать воду бутилированную, да? А необеспеченные слои ходят и продолжают пить на свой страх и риск. Хоть и ожидаемым, но все же обнадеживающим известием для многих стало сделанное президентом в своем докладе заявление, что в ходе предстоящих выборов он не собирается патронировать какую-либо политическую организацию. Выбор должен сделать парламент, и он дал возможность парламенту самостоятельно решить этот вопрос. У нас же парламент безвластный орган, он отвык управлять страной. Годы Атамбаева и предшествующие годы он был придатком исполнительной власти. И депутаты не хотят брать на себя ответственность, ждут команды. Стремление президента координировать внутреннюю жизнь страны, не принимая сторону ни одной из политических сил, контрастирует с действиями его предшественника, который, вопреки своему статусу и клятве, активно руководил партией власти. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Бакыт Кашалиев, Пятый канал. Главные итоги.